Обращающая сторона, у вас есть вопросы к представителю Джолор Кенеш? Да, Ваша честь. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, господин Исаев обратился в Конституционный суд по поводу признания неконституционным противоречащей Конституции статьи АПК, 268 статьи в части, принятой по существу дела. Конституционный суд удовлетворил и признал эту норму неконституционной. Его обращение было на заявление по вновь открывшимся обстоятельствам было подано на определение по восстановлению процессуального срока. Конституционный суд удовлетворил и признал эту норму недействительным, таким образом дал ему право обратиться в суды общей юрисдикции с таким заявлением на любой судебный акт, но в частности в его случае это определение о пропущенном восстановлении пропущенного срока. Выиграв это дело, когда законодатель, исполняя решение Конституционного суда, обязал убрать словосочетание, вы, убрав словосочетание, вводите перечень, и теперь вот в связи с этим перечнем вы не вводите сюда определение по восстановлению процессуального срока. Таким образом, да, хотя бы, если бы еще вы сюда внесли, была бы какая-то логика. В связи с этим господин Исаев сейчас, выиграв в Конституционном суде, согласно этой нормы, не сможет обратиться в суды общей юрисдикции. Это как понять? Во-первых, я не прокомментирую это решение Конституционного суда, палаты Верховного суда, да, вот 17 марта 2021 года. Нет, я не прошу прокомментировать. Я прошу объяснить, что введение перечня пункта 2 статьи 267 сейчас не позволяет господину Исаеву обратиться в суды общей юрисдикции, хотя он выиграл процесс в Конституционном суде. Точно я не могу сказать вам, что это слово надо включить или убрать, я не знаю точно. Может, меня дополнит представитель Верховного суда, вот Эркин Багбурович. Хорошо. Второй вопрос можно будет, Ваша Да. честь? В нашем случае мы подали заявление по вновь открывшимся обстоятельствам, где привели веские доводы о несостоятельности заявления по вновь открывшимся обстоятельствам кадастра и мэрии. В случае, если бы было рассмотрено наше заявление, и в этом перечне 267 статье было бы и вот в перечне и заявление по вновь открывшимся обстоятельствам, то тогда наше дело было бы пересмотрено, заявление по вновь открывшимся обстоятельствам кадастра и мэрии было бы отменено, и тогда не было бы необходимости рассматривать дело по существу, так как отсутствовали бы. Это ваше мнение, да? Я говорю о том, что если бы это было, была возможность у нас в защите, в праве на защите, и мы могли бы этим правом воспользоваться, мы бы доказали о том, что вновь открывшиеся обстоятельства кадастра и мэрии не соответствуют законодательству, не правомерны. В этом случае отпало бы рассмотрение дела по существу нашего дела, то есть вновь открывшихся обстоятельств не было бы. Это говорит о сокращении, вы сейчас говорили о затягивании процессов. Тогда бы дело было прекращено, и не рассматривалось бы дело по существу. Наш спор был бы уже давно закончен. Я говорю о том, что вот в вашем выступлении вы говорили о затягивании срока. Я говорю наоборот, это бы привело бы к тому, чтобы не нужно было бы рассматривать многие процессы по существу дела. Я уже сказал свое мнение, да? Вот в нашем случае это бы гораздо сократились бы сроки рассмотрения нашего дела. Потому что по существу тогда не рассматривалось бы дело, понимаете? Вновь открывшихся обстоятельств не было бы у мэрии и кадастра. Они сфальсифицированы, мы бы это доказали в процессе, и по существу дело не рассматривалось. Это бы сократило бы гораздо сроки. А сейчас мы судимся 3-й год уже.
и 5-й раз по вновь открывшимся, в которые подают местные власти. А мы против этого, да? У меня нет вопросов больше. Спасибо, Ваше Высочество. У вас есть? Анна Викторовна, есть у вас вопросы? Нет? У меня есть вопрос. Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот нормы нормативных правовых актов могут ли противоречить Конституции Кыргызской Республики? Не могут. Не могут? Вы, наверное, ознакомлены, вот как я сейчас сказал, с решением Конституционной палаты Кыргызской Республики от 17 марта 2021 года, где именно Конституционная палата признала, что вынесенное по существу дело противоречит Конституции. Получается, одна норма, вот эта, которая именно вынесена по существу дела в нормативном акте АПК, она противоречит Конституции, а в другой норме ГПК она не противоречит. Так вы считаете? Если, например, норма уже это установлено, то, что она противоречит Конституции, получается, вы же сами сейчас сказали, что нормативные акты не должны противоречить. Да. Она уже признана норма, что она противоречит Конституции. Получается, в одном нормативном акте она противоречит, а по вашему мнению, в другом нормативном акте она не противоречит. Я уже своими докладами уже сказал. Нет, ну я просто хочу вас Да. сказать. Вы сказали, что не должно нормативно-правовые акты противоречить Конституции. В одном нормативном акте установлено, что оно противоречит. Нет, А в другом Административно-процессуальный кодекс А в другом отдельно, гражданский процессуальный кодекс отдельно. в смысле Свои- отдельно. Получается, в одном нормативно-правовом акте это не противоречит, а в другом противоречит. Это правильно вы считаете? Нет. Ну, у меня больше вопросов нет. Уважаемые судьи, есть вопросы? У меня один вопрос, Самат Куштубекович. Вообще, Джор Кенеши, какова процедура, как бы сказать, или какое подразделение, да, задействовано в том, чтобы перед рассмотрением какого-то проекта закона, который направлен на, или который во исполнение решения Конституционного суда направлен, да? Вот, да, Решение. какое подразделение вообще отвечает за эту работу и каким образом это вообще проводится? Я к тому, что говорю, вот скажите, как это вообще происходит? У нас есть комитет отдела, разные. И основной комитет по конституционному законодательству. Нет, вы хотите сказать, что это в общем порядке проводится? Воспоминания, Или есть да. какие-то особенности? Все-таки речь идет о судебном акте, о порядке его исполнения. Нет, И воспоминания насколько решения полноценно исполнено решение Конституционного суда? Кто за это отвечает вообще? суда. Нет, общий аппарат отвечает, но из них есть отделы соответствующие. Если какие-то отделы, например, у нас есть положение, каждый вопрос, например, комитет по правопорядку, может, конституционному законодательству, если по уголовному кодексу, уголовно-процессуальный кодекс отвечает. Я вас попрошу, Вот вот это не сейчас в этом процессе вообще, представьте, пожалуйста, вот эти положения, где вообще отрегулирован порядок вообще исполнения решения Конституционного суда. Каким образом проекты, ну вот эти все процедуры проходят Джор Кенеши, какое подразделение за что отвечает, да, чтобы нам было ясно, каким образом это происходит. И у меня в связи с этим вопрос, вы считаете, то, что было исполнено по административно-процессуальному кодексу, вопрос Плахутина заключался в том, что одни и те же правоотношения, которые отрегулированы в административно-процессуальном кодексе и в гражданско-процессуальном кодексе, он как раз говорил по поводу того, что уже было принято решение в отношении уже одного из них, да? В то же время, говорит, вы в своем выступлении утверждаете, что те же самые правоотношения, отрегулированные, да, другим процессуальным кодексом, что это нормально. И вообще вы мне ответьте, вот вообще решение, на ваш взгляд, полноценно исполнено Джор Кенешем при внесении изменений в административно-процессуальный кодекс по законопроекту, который был именно принят во исполнение решения Конституционной палаты Верховного суда. Вопрос понятен, да, Да. Самат Куштубекович? Я вот, когда
на рассмотрение второму чтению. Вы лично принимали участие вообще в процессе вот исполнения того решения? Конституционной палаты. Да, да, от 21 года. 21 да, года? Ну, По АПК именно приняли. по этому административно-процессуальному кодексе там я не была в комитете. Но Вы не можете, да, ответить Да. на этот вопрос? Хорошо, присаживайтесь.